Это Александр Малькевич, политтехнолог, журналист, Z-пропагандист. Он работал у основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в его СМИ и на фабрике троллей. В январе 2021 года, во время последних выборов президента Кыргызстана, Малькевич приезжал в Кыргызстан официально как международный наблюдатель. Но вел он себя не как наблюдатель, комментировал не только сами выборы, но и список кандидатов. Садыра Джапарова он называл самым реальным претендентом на победу и максимально лояльным России кандидатом. Российский журналист Сергей Ковальченко считает, что Малькевич был среди тех, кто помогал Джапарову стать президентом. Но этим его активность в Кыргызстане явно не ограничивалась. Я, журналистка Лейла Саралаева, изучила активную деятельность Малькевича в Кыргызстане. И сейчас я расскажу о странных совпадениях между заявлениями пригожинского политтехнолога во время выборов и решениями Садыра Джапарова после них. Как и полагается политтехнологу, Малькевич человек хитрый и изворотливый. Когда я в лоб спросила его, работал ли он в предвыборном штабе Джапарова, он назвал это чушью собачьей и фейками. Мол, я же был официальным наблюдателем на выборах, и что тут непонятного? Но слова «нет» он так и не произнес. Это вполне объяснимо. Он не знал, что к тому времени знала о нем я. Но вот слово «фейки», которое Малькевич в Кыргызстане постоянно повторял к месту и не к месту, обратило мое внимание на несколько очень красноречивых совпадений. Первое связано с людоедскими законами, которые администрация Джапарова начала буквально переписывать у России, как только он пришел к власти. С января 2021 года Малькевич навязчиво призывал власти Кыргызстана бороться с фейками, явно имея в виду любую информацию, отличную от официальной. А через полгода Садыр Джапаров подписывает так называемый «закон о фейках», по которому власти могут без суда блокировать любой сайт, где, по их мнению, публикуется «недостоверная» в кавычках информация. По этому закону власти блокировали Азаттык. По нему же они сейчас блокируют сайт Клопа. Тогда же, в 2021 году, Малькевич несколько раз заявил, что в Кыргызстане пора принять закон об иностранных агентах, по российскому примеру. И законодательство менять тоже. Вот Россия с этим тянула, но под занавес уходившего 2020 года приняли целый пакет законов и там по деятельности физических лиц иноагентов, и по регулированию СМИ иностранных агентов тоже можно было и жестче это сделать. Но пока вот так. А в Кыргызстане тут непаханное поле. И уже к осени 2022 года администрация Джапарова разработала два новых репрессивных закона – закон о СМИ и закон об НКО, списанные с российского закона об иностранных агентах. И это еще не все. Весной 2021 года, во время форума «Безопасный интернет», где был организован телемост с Бишкеком, Малькевич призвал принять закон о защите детей от противоправного контента в интернете. Речь вроде бы шла о России, но весной 2023 года аналогичный законопроект инициируют в Джогорку-Кенеше, а осенью его подписывает Садыр Джапаров. Закон, понятное дело, составлен так, чтобы защищать от неприятных постов не детей, а власть. Третье совпадение связано с нападками наблюдателя в кавычках Малькевича на кыргызстанские СМИ. В 2021 году он голословно обвиняет Азаттык в создании информационных фейков, называет иноагентом «Кактус» и Клоп, который зафиксировал тысячи нарушений на выборах. А осенью 2022 года, вот ведь удивительно, власти Кыргызстана начали кампанию за закрытие Азаттыка, Клопа и Кактуса и принятие закона об иноагентах. В парламенте собирали за это подписи. Этого требовали на улицах провластные активисты. Спустя год Минкультуры добивается блокировки сайта Азаттыка и подает иск о полном прекращении его деятельности. А прокуратура потребовала закрыть Клоп. Нападал Малькевич в Кыргызстане и на отдельных лиц. В январе 2021 года он назвал иноагентом Гульнару Джурабаеву из Центра избиркома. Предлогом послужило ее предложение упразднить государственные СМИ.
А осенью следующего года Джурабаеву и еще около 20 защитников Кемпирабада задерживают по бездоказательным обвинениям в подготовке массовых беспорядков. Все мы знаем, что было потом. Судебное давление на «Кактус», обыски в редакции 24 KG, после которых у издания сменился собственник, депортация Болота Тимирова, арест 11 журналистов Тимиров Лайв и Айт Дейсе, уголовное дело против руководителя Next TV, требование лояльности от редакторов на их тайной встрече с Джапаровым и Ташиевым, аресты непослушных блогеров и акынов. Но Малькевич о них не говорил, поэтому на его счет я это не записываю. А вот то, что сейчас Минкультуры хочет штрафовать граждан за фейки в сети на 100 тысяч сомов, хочется прокомментировать словами другого одиозного российского пропагандиста. Совпадение, не думаю.